Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Очень много было вопросов о показанной нами липе. Ее сдал в ППЖ хозяин. Мы, конечно же, забрали ее. Откликнулась семья в Москве, у которой уже живет наш щенок, щенок от самоеда из Якутска. У Липы была долгая дорога в Москву, в семью. Она летела через Питер, где передерживала и ждала транспорт до Москвы у прекрасной семьи Ольги. По приезду в семью случилось то, что бывает, когда не знаешь особенности характера собаки. Когда вот так с корабля на бал. Оказывается, Липа не переносит кошек. В итоге пострадали все. И хозяева, и животные, и кошка, и наш щенок, которому тоже досталось, который защищал свою подружку-кошку. И вот сейчас, друзья, мы срочно ищем дом для нашей Липы, но только без кошек. Возможно, она подружится с собачкой, которая будет не очень маленькая, не будет напоминать ей кошку, но семья ей нужна однозначно без кошек. А спасение продолжается ежедневно. Мы показываем вам лишь часть от всех спасаемых хвостиков. Друзья, вы ждете новостей из ППЖ. Пока порадовать вас нечем. Купили весь стройматериал, закупили трубы, расчищена площадка от снега для будущего вольера. И был поиск мастеров, которые бы за это взялись. Это все, что я могу сказать. Я жду, что со дня на день начнется строительство. В ППЖ сдают разных собак. И щенков от своих нестерилизованных собак не жалко. И тех, кто служил им верой и правдой, и породистых туда же. Вот сдали монгольский банхар. Говорят, добрая, редкая порода. Сдают маламутов, хасок, лаек. Вот сидит окровавленный маламут. Долго ли там проживет? Закончилось его счастье домашнее. Порвали, покусали. Видим кровь на нем. Вот эту серую, напуганную, длинноногую собачку, похожую на маламутика, тоже обижали и тоже забивали в угол. Стоит прислоненная к стенке. Вот эта черная коротколапка чудом выжила среди больших сородичей. Выходила из будки редко.
только когда покушать и только когда оставались остатки после больших. Тогда она и выползала из будки или из-под будки. Чудом уцелела. Друзья, новые и старые, и верные делу спасения. Сейчас нам невыносимо трудно стало продолжать спасать. Помощь из-за границы прекратилась. Даже кураторы не могут помочь своим подопечным, своим хвостикам. Люди ищут возможные способы перевести. У кого-то еще работает PaySend. Где-то получается перевести системой Unistream. Я очень прошу наших зарубежных помощников самим узнавать, как можно помочь, по какой системе еще есть возможность. Жила в Якутске вот такая большая собачья дружная семья. Рождались щенки, хорошие, веселые, здоровые, беззаботное детство. А пожив недолго, месяца 4-5, погибали по очереди. Был и глава семейства, добрый кобель, глава семьи. Но его пристроили в улус, семью охотника. Вот на охоте он и погиб, защищая хозяина от медведя. Из оставшихся в живых мы видим уцелевшую мамку Чили и уцелевшую ее дочку щенка Перса. Ну а теперь и этот щенок тоже вырос, это девочка. Она уже родила своих щенков. Может, так же бы и жили дальше, в камышах, эта семья, если бы не недавние события в Якутске. Щенки стали подрастать и разбегаться, привлекать внимание. И местные жители попросили их спасти. Итого 5. 3-летняя молодая бабушка, ее дочка и 3 щенка. Конечно, тяжело спасать семьями, пометами. Нет у них жизни там, только погибнуть всем оставшимся. И недавно я встретила эту семью в Москве. Они прилетели. Мамку надо стерилизовать, а щенков надо кормить, на что-то содержать. Все они на передержке. Нам очень нужна помощь, друзья. А с ними прилетел мальчик-овчаренок. Помните его, как он тоскливо смотрел вслед той собачуле, что мы забирали из ППЖ, из вольера? Этот взгляд преследовал меня всю ночь, а на утро я попросила поехать и забрать его. Забрать его тоже. Он также ждал самолет, ждал перелет. Что? Ой, какой. Мамуля. Мамуль. Мамуля. Какая ты девочка. Вот какая девочка. Припевочка. Это девочка-припевочка. А тут еще вот такие девочки-припевочки. А там еще такая припевочка. А там еще. А ты еще мне даешь лапу здороваться. Сейчас поменяем пеленки и поедем. Вот такие друзья у нас. Друзья человека приехали. Вот они. Вот они. Вот такие лапы. Ну и лапы у тебя.
Давай, выходи сюда. Вот ты какой тяжеленький. И ты тоже хорош. Ты маленький трус. А вот это большой. А это вот большой трус. Давайте пеленки постелим. Стелите пока пеленки. Дописывай здесь. Ты мой золотой. Вот какая морда. Мордочка холоска. Друзья, у нас теперь нечастые самолеты. И когда они случаются, пока они еще летают, надо не упустить возможность вывозить. Вывозить тех, кого успеем спасти. В марте прилетели 12 взрослых и 3 щенка. И очень-очень многие ждут спасения, ждут своего билета в жизнь. Сможем или нет? Друзья, помогайте, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь. Друзья, положение критическое. Не спасать тех, кого видишь и понимаешь, что завтра они погибнут. Кто мне посоветует проходить мимо, отвернуться от этих кадров, не смотреть и не знать? Вот они, и их жизнь на волоске. Пожалуйста, давайте их спасать. Несмотря ни на что, любая посильная помощь – это их жизни. Кроме нас с вами, кто им поможет? Никого у них нет.